кинофестиваля, проходите, пожалуйста, на мастер-класс из зоны кофе-брейка. А? Да. День. Приветствуем вас на первом мастер-классе. Фонд. Хорошо. Сегодня я представить вам. Мастер-классе третьего кинофестиваля короткометражных фильмов. Сегодня у нас в гостях кинооператор. Есть тут кто-нибудь обучающийся на кинооператора? Здорово. Да. Ну, наверняка вы знаете ролей во всей иерархии кино. От того, как он снимет фильм, зависит почти все настроение фильма. Сегодня у нас в гостях Иван Семенов. Член Союза премии и оператор-постановщик более 30 художественных фильмов и документальных проектов. Он снял такие фильмы, как «Пугало», «Холодное золото», «Кескиль», вторая часть, «Агент Мамба», первая, вторая часть, самый кассовый фильм нашей республики. И сегодня он расскажет тема бюджетное построение проекта. Бюджетное решение проекта. Да. Ну вот он более подробно расскажет. Привет. Всем привет. Наверное, вам уже не интересно будет. Кстати, почему-то вас мало, не все, да. Все вот микрофон. Сядьте пока в передних рядах, почему-то всегда передние ряды. Максимально надо близко, чтобы был более-менее такой контакт, да? Так, наверное, даже будет слышнее, нет? И можно работать, скорее всего, без микрофона. Давайте тогда микрофон продолжим. Не привыкать. Ну, бюджетные решения кино – это очень важный вопрос, во-первых, потому что когда вы начинаете снимать кино, вы все равно не всегда доступны для начинающих киношников, поэтому я думаю, это одна из основных тем моего мастер-класса. Да? То есть у меня бывают мастер-классы, которые вообще имеют несколько тем. Да? То есть основное, конечно, решение оператора
может, даже как режиссера и так далее, да? Если вы запланировали кино, снимать кино, да, и если у вас есть история, конечно же, всегда возникает вопрос, насколько я сниму это кино, да? Это такой несчастный вопрос, который чаще всего задают продюсеры. Сколько стоят твои услуги, сама история, чтобы ее оценить. Да? И когда у вас есть история, как же ее оценить так, чтобы и сэкономить факторов, которые вообще делают кино смотрибельным, да? То есть, допустим, у вас нету денег, бюджета, но у вас есть история, да? Что из этого получится? Ну, да? И для того, чтобы сделать какое-то первичное качество, да, все равно у вас все равно будет камера, какая-никакая, да, даже если это телефон, то кажется, некие технические характеристики по освещению, чтобы делать нормальную картинку, да, чтобы у вас свет был красивый, чтобы вы могли передать немного мощности. Да. Например, если сейчас посмотреть на освещение вот этого зала, да, я, например, могу люминесцентная лампа, газоразрядная лампа, да, светодиодная лампа, это еще является одной из тем обучения студентов. То есть мы на семинарах разбираем какие-то разные разновидности ламп, открытые, закрытые, да. И, например, если я посмотрю вот на эту лампу, которая светит, бьет мне в глаза, да, я бы ее не использовал здесь, например, в диффузии. Да? Раз, два, три. Простой, вот, например, перед этой стоит штора, да, и она является диффузией. И это такое тоже бюджетное решение. Да. Вот если вы можете взять, ну, позволить себе такую бюджетную лампу, смотрим, да, вот это вот такая вот инженерная лампа, обычно ее используют на стройках и так далее, да. Но вы можете ее использовать на съемках, за собой хорошей цветопередачи, да, то есть цветопередача у светодиодных ламп должна быть плюс range, там что-то, да, и лампа должна соответствовать плюс 95, да, цветопередачи. То есть если взять обычную ильичевскую лампу, да, вольфрамовую лампу, у этой лампы уже 100% вот этой цветопередачи, CRI 100%. То есть она будет даже лучше, чем любая светодиодная. Да? И поэтому однажды мы на съемках «Нет Бога кроме меня», фильм Дмитрия Давыдова, решили сделать себе осветительный прибор. Мы нарезали фанеру круглую, да, и сделали такую раму из фанеры. И на эту фанеру мы, простая лампа, да, и нацепили туда обычные лампы. И тем самым у нас получился такой прибор, с большими размерами. Поверьте, для кино размер источника на самом деле влияет на... это большая разница. Если у вас точечный свет, да, либо маленький свет, это не будет правдой. Потому что естественный свет, когда он падает, он имеет прямые лучи, да, и есть намного естественнее, да, и таким образом мы в этом фильме, использовав такой большой на самом деле источник света, но по силе он был еще в том, что мы использовали камеру Fujifilm X-H1, а это камера вообще снимать кино, да. Я сейчас, например, снимаю на full frame, потому что вижу в этом больше другие объемы картинки, вообще киноизображения, да. И
больше топлю за full frame. Ну, конечно же, это зависит, конечно же, от творческих задач, думаю, и у каждого свой путь, да. Вы можете задавать на вот эти темы свои вопросы, тоже готовьте, да. А я постараюсь объяснить именно вот такие вот решения, да. В 2019, по-моему, да, году, да, в 2019 году или в 2018 году мы когда снимали, вот именно «Нет было кроме меня», мы начали задавать себе вопросы, как потратить меньше средств на именно операторскую натурных съемок, да. Все равно нужно было работать со светом в интерьерах, вечерних еще, и бюджет был ограничен, конечно. Всегда есть такой фактор, когда тебе ограничит бюджет. Да, ты, конечно, хочешь больше света, больше приборов, больше профессиональных приборов, но есть такая беда, потому что мы все знаем, бюджет тысяч дошло до миллиона, до 3 миллионов, ну и дальше пошло, да, там уже можно было себе более-менее что-то взять. Но я сейчас вижу начинающих киношников, которым, скорее всего, вот такая вот практика бы пригодилась, да, чтобы решать такие проблемы с бюджетами и сэкономить на операторской части. И вот, очень важно вообще знать вот эту техническую часть по лампам, да, потому что без света мы никуда не отойдем. Все равно нужны будут лампы, все равно нужны будут отражатели и так далее. Ну, отражатели мы, скорее всего, все знаем, что можно их сделать из обычного пенопласта, да, и даже в профессиональном кино все это так делается. То есть берем пенку, там 2 на 1, 1 на 1. Можно очень бюджетно собрать себе некоторые рамы, да. Я даже делал свои чертежи по рамам, которые есть в Сахафильме. Ну, я смотрю просто железки, да, такие, из профилей и так далее. И попробовал на 3D-программе сделать эти чертежи. Они у меня есть, если что, вы можете обратиться ко мне, я вам их отдам. И вы можете обратиться в любую там сварочную компанию, где варят металлы, и сделать себе любые там железные штуки, да. И когда мы снимали, например, «Агент Мамба», нам нужен был автогрипп, который вообще эти автогриппы из труб, там, из всяких ну, дорогих таких грипп-наборов, да, на дверь машины, да. Собрали из железа, обычного такого 2 на 2, по-моему, трубы квадратные такие. Обошлось это в 7 тысяч, и так как фильм был вообще насыщен сценами автомобилей, да, и так далее, нам это очень понадобилось, и очень много, когда ты арендуешь набор, там, грипп-набор, там, из состоящих и мотилиний, там, липучек и так далее, из труб, да, это все равно выливается в какую-то сумму, потому что они все равно считаются каждый раз по сменам, да. Некоторые из вас, наверное, уже почувствовали такое, потому что, например, один мотилини, наверное, стоит, например, 5 мотилини, да. Ну и вот умножай. И получается, за все это я получил вещь за вот такие вот решения, да, когда мы можем сами сделать себе технику. Какую-никакую серьезно занимающуюся разной техникой, да, ну, хорошей качественной сваркой и так далее. И если вы знакомы с этим ребятам, в принципе, можно вот сплотиться, скинуться и сделать что-нибудь полезное для, например, ну, для ваших съемок, для определенных задач, да, и потом еще это арендовать. Например, вот мой автогрипп понадобился на нескольких проектах, да.
Также и они тоже, в принципе, сохранились, они сейчас во второй школе. И вообще вот такие решения, например, с проекта на проект, когда ты арендуешь у определенной компании, да, вот эти 3 рамы, но зато вы мне, например, вот эти вот аккумуляторы дадите бесплатно, да? Есть такое решение, да? То есть вы можете сделать инструмент для ваших людей, вот, то есть арендатора, да? Сами пользуетесь этими инструментами и потом просто даете этому арендатору. Просто так, ну, дарите, да? Но зато вот этот арендатор вам может одолжить на проект, например, те же аккумуляторы, да, которые на самом деле не просто так достать. Например, один аккумулятор от Свит, сейчас вот, такой аккумулятор, например, примерно стоит 50 тысяч, да? А вы заказали, например, 3 фрост-рамы по 3000 рублей, 9 тысяч. Вот это бюджетное решение, ребята. Есть такое, да? Это мы добавить вот этой всей индустрии, вот этой всей движухи, инструменты, да, которыми вы будете потом еще раз используете и так далее, да. И в принципе, если вы хорошо общаетесь с такими же ренталами, которые сейчас отдают. Вот когда мы начинали снимать кино и вообще снимали в 2018-2019 году, да, Сахфильм нам давал технику практически бесплатно иногда, да, потому что мы ее либо дополняли чем-либо, либо вот раньше мы могли Сахафильм добавить там в титры и так далее. Это тоже такое одно из бюджетных решений, скорее всего, да. Вот. Если, например, говорить о теме камеры, да, ну, тут уже прямая связь с качеством, и, скорее всего, чтобы знать вообще, на какую камеру работать, нужно очень часто читать про эти камеры, да, то есть вы должны разбираться практически во всех характеристиках камер, которые вы используете. Например, чем отличается XT4, да? Кто знает вот, ответ на этот вопрос? Угу. Давайте. Да. Угу. Ну да, ну, зеркало, не зеркало, но все равно, да. Угу. Но XT3 это не full frame, да? Скорее всего, если говорить о качестве, ребят, ну, зеркало, не зеркало, но все равно, когда вы снимаете, у вас зеркало открыто, оно заблокировано. Вот, на самом деле тут дело в потоке информации, который обрабатывает камера, да? Это раз, два, три. Очень важно вообще, скорее всего, работать с пропускной способностью, например, 4К. И 4К, например, максимум снимает на 50 кадров в секунду, да? Но есть редкие камеры, которые снимают 4К, например, 120 кадров в секунду. Это же, ну, простая математика, и, скорее всего, мы должны это знать, да? Но чаще всего я сейчас использую только 24 кадра в секунду и очень редко обращаюсь к такой, с картинку
с хорошим потоком, в том же 4 или 6К, нежели чем получить из основных факторов, когда мы снимали тот же Fujifilm X-H1, был одной из лучших камер по именно передаче информации в 4. Соответствовал практически тем же камерам ARRI по размеру, да, но не по, скорее всего, технологии цветопередачи и так далее. Там, если покопаться, это вообще такие дебри, да, чтобы изучить. Она на самом деле не скучная, инженерию надо знать, чтобы знать так же, как и можно сэкономить, да. Другое дело, когда на самом деле вот от инженерной задачи тоже мало что зависит, и если у вас есть очень хорошая история, то от камеры, конечно, будет зависеть минимум, да, потому что я считаю, что даже если вы снимаете на камеру творческую задачу, то как бы вы не старались там по цветопередаче и так далее. Главное снимать это при хорошем освещении, по композиции, да, по визуальному рассказу и так далее. Вот. Давайте мы сейчас перейдем к вопросам этого, потому что времени уже как раз, да? У кого-нибудь есть вопросы? Потому что это будет важнее всего, если вы получите на свои вопросы какие-то ответы. Я постараюсь это сделать исчерпывающе. Раз, два. Раз. Пускаете ли вы то, что можно снять красиво на телефоне? Потому что я готовился к таким вопросам, да? Раз. Ага. На телефон, конечно же, можно снимать очень красиво, очень круто. Сейчас, например, вот последний iPhone, он позволяет писать ProRes на SSD и так далее, да? Но тут дело, знаете, в чем? Я посмотрел камер, да, например, Canon R6, еще что-то там было, да, даже на Red, да, Red и iPhone, вот эта технология HDR, да, High Dynamic Range, она сравнивает, вот, просто делает картинку очень плоской, да, например, если я сниму это даже на тот же Mark III, да, Canon, у меня картинка будет намного объемнее. Да? Даже если на тот же ширик, который снимает, на тот же телевизор, который снимает iPhone, потому что вот этот HDR, он же практически автоматически высчитывает весь свет, да, и получается, если у меня есть хайлайты и тени, он практически сравнивает их с средними тонами. И поэтому у нас портреты, особенно, получаются на айфонах очень плоскими. И тут вы, скорее всего, можете потерять некоторую часть по творческой задаче, там, драматургию света можете потерять, да? Ну, незначительно, может быть. И, скорее всего, вот эти вот файлы, которые вы получите на ProRes, ну, можно покрасить, да, дальше и так далее. Учитывать тот же ценовой диапазон, да, вот, например, iPhone 15 там, Pro Max на терабайт стоит 200 тысяч, можно купить лучше, наверное, Sigma, да? То есть здесь дело в бюджете, опять же, да? Бюджетное решение – это, опять же, экономия, да? Ну, экономия – это как бы
вы все знаете, что такое экономия, да? Распределение средств в хозяйстве и так далее, да, нужным образом. Да, я бы лучше взял тени в средние тона. И, скорее всего, да, у тебя будет прям такой инструмент, который ты можешь купить даже тот же Гелиос советский, 44-й, да, который стоит там 700 рублей, ребят. Я вот на прошлой неделе, например, купил один фотоаппарат за 3000 рублей, у которого был хороший объектив. И я хочу попробовать. Вот мне очень нравится эстетика Гелиоса, эстетика винтажных объективов. И это тоже, на самом деле, бюджетное решение. Также есть такие рехаус решения. Тот же, например, Гелиос, там, либо Олимпус, старые лейки, да, которые стоят дешево. Их ставят на новые киношные корпуса, которые напечатаны на 3D принтере. Если вы владеете 3D принтером, у вас есть 3D принтер, вы в принципе можете тоже себе позволить такие вещи, да? 100 тысяч там, за 90 тысяч, да? И плюс какой-нибудь такой объективчик, хороший, прям объектив, да? Олимпус, Гелиос и так далее. Вот это вот будет решение. И не обязательно иметь, конечно же, там какой-то рекордер, экран, да? Достаточно флешку иметь хорошую, да, скоростную. Не обязательно снимать в RAW формате, потому что можно также снимать ProRes в обычном MOV формате, да. Главное, чтобы у вас была картинка, которая не горит и как бы не додержана и так далее, да. Я вот студентам постоянно говорю: практикуйтесь, 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 сдавайте свои работы, да. Но в последнее время почему-то они это не делают. Конечно. Раз, два, три. Ага. Тут диапазон лучше, да? Получив камеру, вы получите больше, чем получив себе там модный iPhone, скорее всего. Есть еще вопрос? Какие жанры в истории кино более-менее бюджетные более бюджетные? Скорее всего, это ужастики, потому что одним из самых таких бюджетных решений и известных фактов, да, в истории кино, это был фильм «Ведьма из Блэр», да, которая практически была снята такой бытовую камеру, и стиль съемок кино «Догма» 95, да? Да, Ларс фон Триер, и этот жанр, не жанр, а стиль съемок подразумевает, что вы просто ходите с камерой, снимаете вот такое полудокументальное кино, да? Мокюментари и так далее. В принципе, оно бывает замечательным, да? Когда я посмотрел, например, в таком стиле фильм «Монстра», кто-нибудь смотрел «Монстра»? Кловерфилд. Это очень крутой такой фантастический хоррор. Фантастический? Как называется этот жанр? Кловерфилд, где на Нью-Йорк нападает чудовище. Ага, да, это такая фантастика, очень крутая, да, мне очень понравилось. И фильм снят прям делает так, что начинается вечеринка, у одного из друзей есть камера, и он снимает везде, да, и кино происходит через эту камеру. И мне кажется, такой стиль, да, можно использовать, и это очень хороший вопрос, и это тоже является частью бюджетного решения. Но, опять же, мы не забываем про свет, потому что любая камера нуждается в свете, да? Какая-нибудь дешевая там люминесцентная лампа, то, скорее всего, вы потеряете картинку в бараке зеленого спектра. Есть еще вопрос?
Здравствуйте. Сдавайте. Спасайте меня. Сколько человек надо для бюджета фильма? Так, еще раз. Сколько человек надо для бюджета фильма? Сколько человек для бюджета фильма? Ага. Ну, это странный вопрос. Сколько человек? Ну, вы имеете в виду, наверное, скинуться или как? Вообще бюджет, он появляется, когда у тебя есть сценарий. Потому что сценарий, он требует как раз-таки определенного действий, да? Например, сколько у нас актеров, сколько мы потратим на этих актеров денег, сколько еды они скушают, да? Сколько у оператора там помощников будет, какая камера будет, какой объектив будет. Все это деньги, и ну, что-то можно вы будете как бы брать за деньги. Даже если вы компания из 10 человек и хотите безумно снять кино, в первую очередь надо считать еду, потому что без еды никуда. Есть еще? Наверное, первые фильмы. Все работы с творческим объединением Детсад, они были очень бюджетные. Ну, даже когда мы начинали работать с Димой Давыдовым, это тоже бюджетное было. Бюджеты были до 1 000 000 рублей, 800 тысяч, 500 тысяч и так далее. Ну, это, считайте, на компанию из 15 человек, это очень маленькие деньги. Ну, тогда мы работали очень сильно на энтузиазме, ребят. Ну и до сих пор, скорее всего, мы работаем, тоже не было. Никаких камер там. Мы снимали на кассеты, ребят, извините. А эти кассеты стоили, по-моему, если не ошибаюсь, да? И плюс там какие-то еще. Ну, были друзья, которые помогли и так далее, да? Я за первый фильм получил 30 тысяч рублей. Ну, это месяцев, да? Я 9 месяцев болел за это кино, чтобы оно вышло. И полностью практически отдавал себя к этому проекту. Ну, он как-то вышел, немножко показался где-то. Это кино любят. Давайте немного о энтузиазме, да? Это тоже, на самом деле, если у вас горит сердце там и так далее, то, скорее всего, вы попросите меньше, либо даже бесплатно отработаете. Есть такое, да? Ну, найдите друга, который хочет снять кино. Да? Найдите человека, который будет снимать как энтузиаст. Тогда и победите, например, вот на таком фестивале, вас сразу заметят. Например, где тут Никандр? Никандр ходил. Ну вот. Его заметили здесь. Да? В прошлом году, да, получил операторский приз, или позапрошлом году. Да. Ну, это реальный трамплин, который позволяет энтузиастам стать реально такими уже не бюджетными киношниками. То есть получать бюджеты от реальных, там, от того же сына, это питчингов и так далее. Да? То есть это не пустые слова, это не пустая идея, это все работающая идея. Когда вы начинаете вещи и обращаться, может быть, даже к опытным киношникам. И благо в Телеграме, где вы можете общаться с киношниками спокойно, ну, в открытую, да, и можете обмениваться опытом. Вот. Документы, да? Можно снять удобнее на удочке, либо же там петлички? Да? Ну, я вообще ни разу не звукач, ребята, потому что я практически глухой на одно ухо. Поэтому, ну, как показывает практика, решение, да, это направленная удочка, и она всегда за кадром. То есть ты не цепляешь петличку, которая постоянно сползает, либо там где-то трется и так далее. Да, вот это лучшее решение. И когда она еще на радиоканале, это вообще, это шикарно, по-моему, решение.
Да, и со звукачами тоже нужно также общаться. Ну, я не могу прям по звуку ничего сказать. Я просто вижу, как ребята работают и как они не попадают в кадр. Вот. Что еще? Мгм. О, хороший вопрос. Ну, комбинированные съемки это такая тема широкая сейчас, да, и, скорее всего, очень актуальная, потому что, знаете, что сейчас уже появились такие технологии, вот XR-экран, да, можно какие-то... Никогда не забываем о хромакее, да. Ну, хромакей, ну, это простые вещи, это просто такая ткань. Самое важное, чтобы она была очень хорошо освещена. Да? И как раз таки давали вот эти лекции, мне очень хорошо зашли эти лекции, что потом я практически не ошибался в на этих съемках по хромакеям, да, и мне очень нравится. Комбинированные съемки также имеют такую тему, как масштабирование, да, или масштабность. Например, если вы снимаете какие-то макрообъекты и хотите объединить их с большими объектами, то нужно там уже высчитывать по масштабности объективов и так далее. Да? Это тоже очень хорошая тема, которую стоит, скорее всего, изучать. То есть, опять же, еще зависит от сенсора, от входного отверстия объектива и так далее. Да? Ну, хромакей мы все знаем, да, что это такое. Это просто одинаково. Объект нужно как раз таки отрабатывать так, чтобы у вас задник, который потом будет, он соответствовал с картинкой. И поэтому я вам рекомендую снимать снимать вот этот фон в первую очередь, да, и потом уже дорабатывать объект, который вы туда будете ставить. Потому что очень частая ошибка, когда вот, да, давайте снимем на хромакее и что-нибудь туда поставим. Это ошибка. Нужно сперва быть уверенным, что вы туда поставите. Потому что это то картинка, соответственно, должна быть либо 50, либо 35 миллиметров. И потом, чтобы его масштабировать, да, тут еще и на 6К, на более широкий объектив. И у вас уже будет масштабирование по заднику. Как-то так. Ну, это хорошая тема, которую нужно практиковать. На мастер-класс проходить или что. Еще вопросы? Ну да, час. Давайте Что? еще. Да, конечно. Сценарий делаю женщину. Как надо снимать женщину? Ваши правила. Ну, большую часть фильмов я снимал с мужиками, на самом деле, да. Ну, но у меня очень много студенток, да, вот, студентки. Ну, на самом деле нету строгих правил, потому что это творчество, да. Ну и у нас всегда будут творческие задачи. И у нас всегда будут характеры, типажи, да. Ту же пугало, например, мне было интересно снимать и на широкий объектив, чтобы ее лицо было такое безобразным немного, да, потому что такой образ. Также было интересно ее снимать на среднем объективе, потому что у нее была огромная драма, да, определенный свет ставить. Всегда по-разному, тут нету определенного правила. Да, лучше не стоит снимать, скорее всего, женщину, если это очень красивая женщина, на телевик или на длинный фокус, да, потому что тут перспектива уже ломает всю физиологию лица. Ну, это такое правило фотографов, скорее всего, да, и есть много примеров, когда лицо становится более крупным, да.
Я, например, очень люблю объективы 24 мм, либо 32, либо 35. Вот. Самый средний объектив, который мне очень нравится. Также экспериментирую с широкими углами. Но телевик я немного отторгаю сейчас. Это только, скорее всего, касается дальних планов, ну, либо каких-то специальных планов. Все, что касается человека, это уже близко к средним объективам, потому что мы видим человека так, да? То есть вот своими глазами они у нас на самом деле очень широко смотрят, да? То есть если вот так вот сделать, я вижу свои обе руки, да, просто у нас есть фокусирование определенное. И это фокусирование как раз таки очень сильно работает с драматургией, с восприятием человека. И, ну, я вот люблю давать такой пример на мастер-классе, да? И это стоит почувствовать в кино тоже, да? Да? Например, очень крупные планы, например, можно снять там в мелодраме и так далее, да? То есть близость человека да? К другому человеку и так далее. Вот, например, у меня там дальний план, там, где-то общий план, средний план. Вот насколько ты близок, и тем я определяю вот эти планы, крупности и так далее. Все время у нас. Спасибо большое. У нас Иван Семенов, кинооператор, оператор-постановщик. Спасибо большое. Приходите.